Представляли нового генерального директора. Вагиз Мингазов отныне будет работать в молочной отрасли. Премьер Минниханов лично представил коллективу бывшего арского хозяина и выразил надежду, что отныне порядок с молоком и маслом будет всегда. А Мингазов заявил, что возьмется за новую работу со всей ответственностью. Легендарный уже. Вагиз Мингазов, глава Арского района Казани, с 90-го года пал одной из первых жертв так называемой коттеджной войны в Татарстане. После того, как фотографии его домика появились в местной прессе, а в программе «Республика» на эфире вышел сюжет, разразился скандал. Арский район известный в Татарстане рекордсмен. Самый большой урожай, самый большой коттедж главы. И вот с этой недели самые первые в республике забастовки пенсионеров. Обещал Мингазов, да, мы дважды собирались в Дом пионера, да. Я вам 3-го, 2-го дам пенсию обязательно. Обманул как дураков. Конечно, народ правильно требует. Конечно, пенсию мы, государство, допустим, должны, конечно, выдавать. Но, конечно, они просят, они обязаны просить, потому что им положены пенсии. Но, конечно, вот они, конечно, вот к районе они куда должны прийти? Конечно, они должны прийти к главе администрации. Мы хотим знать, на что он строит дом. А? На что они строят? Они бы не строили. Вот перед глазами у всех он вот тут вот на овраге строит на горе. Такой домина, это прям ужас меня. Один из добровольцев показал нам дома Мингазова. Первый, где живет его первая жена. Второй, где он сам сегодня с молодой женой. И третий дворец строится. У вас как, четкое разрешение есть, что ли? Нет? Журналистами. Да хоть ты депутат Верховного. Такую отповедь получили наши журналисты, когда пытались снять строительство огромного коттеджа арского главы. Мы понимаем, очень трудно. И им трудно, и нам трудно. Так и хочется добавить, а кому сейчас легко. Вот только обидно, что все наши эмоции разбиваются о стены дворцов, которых в республике десятки, если не сотни. Глава вынужден был отдать свой дворец району в качестве гостиницы и уйти в отставку. Правда, не куда-нибудь, а в кресло нового генерального директора холдинга «Татарстан СОТЭ», в ту пору молочного монополиста в республике. Как сообщает об этом периоде деятельности сайт ОАО «Вамин Татарстан», президент Татарстана, обеспокоенный положением дел в отрасли, поручил Мингазову собрать прозябающие поодиночке предприятия в единый кулак и вывести молочную промышленность на новый современный уровень. Созданное Мингазовым объединение взяло под свой контроль работу более 30 молокоперерабатывающих предприятий республики. Кстати, современный уровень позволил Вагизу Мингазову не только собрать прозябающие предприятия молочной промышленности в кулак, но и построить на видном месте в Казани новый вызывающий роскошный дворец, который неоднократно вызывал протесты прокуратуры, так как строительство велось в водоохранной зоне на берегу реки Казанка. Тем не менее, дворец, воплотивший представление хозяина о прекрасном, стоит там и поныне. Более того, уже стал местной достопримечательностью. Достаточно сказать, что на съемках фильма «Сказки» Сергея Безрукова, проходивших недавно в Казани и окрестностях, особняк Мингазова был использован в качестве декорации замка Кощея.